лайки-то викты, комментарий бышикты. За би мнодр ингое сюлхата соул, по идее, ирет индебейном тыргое монгол холдорот тынды идейлер за тевет нигза тынды хол юмбайга намда хунды, в общем, таргын тегедлы нигза явгар явхахана тебейны. Да, это юм не в ТГУ, тройный стрим мини. Ну-ка. За. За. Не в ТГУ. За. Ладно. Надо что, воскресенье же? Ну да. Жарко, капец жарко. Она это хабайна. За Мунодр Юнтуха. Такое понятие будем, я думаю, очень важное на самом деле, как инфильтрация. Ну, это, в общем-то, вот как раз-таки внедрение. Ну, загуглите, конечно. Это как раз-таки про то, что происходит, да. Я вот тоже вчера на стриме этот вопрос задавал, потому что это очень важная тема. Понятное дело, что... Ну, вообще инфильтрация — это понятие в разных бывает, и биологии, и в других науках. Но также оно применимо и к военной тематике, к военному делу и военно-политическому. Вот как раз-таки по поводу этого сегодня и хочу с вами поговорить. Ну, военная у нас уже оккупация давным-давно произошла, поэтому еще тогда все это было установлено. То есть, смотрите, вы должны вообще понимать, откуда все проблемы растут, корни. Прежде чем, смотрите, прежде чем оккупировать какую-то территорию, вражеская сторона, она, конечно, проводит разведку, выясняет, как можно своего врага, какие слабые места у него есть, какие противоречия и так далее. Ну, любая война, да, так делается. Соответственно, когда Русская империя оккупировала Бурятию, также была вот эта проведена разведывательная деятельность, находили противоречия, сыграли в итоге на этих противоречиях. Когда эта постепенная оккупация происходила, соответственно, началась инфильтрация. То есть внедрение, подчинение, во-первых, элиты. Ну, кто-то подчинялся, кто-то нет, кого-то ликвидировали, кого-то смогли под свою власть подчинить. Ну, соответственно, вот с тех времен, можно сказать, наша элита и инфильтрована. Еще с тех, да, с 17 века, получается. Я просто недавно еще слышал песню татарского исполнителя. Она про 1500 какой-то там год. То есть, когда Иван Грозный оккупировал Казань, ну, Татарстан, то бишь. И, понимаете, до сих пор вот эта вот память, получается, в народе есть. Вообще, у меня такое мнение, да, вот после разговора вчера с вот этим вот Сергеем Антоновым, по поводу того, что там вообще более понимание есть, что ли, в той части страны, да, ну, у той части оккупированных народов. Я даже, честно говоря, не ожидал, что в Удмуртии будет вот, ну, настолько вот, как сказать, более
более организованно, более массовое вообще на самом деле. Ну, мне так, по крайней мере, пока кажется. Я не знаю, как на самом деле есть, но, понимаете, на мой взгляд, там как-то более все интереснее сделано, сплоченно и, как это, институционально, да, так скажем. Потому что все-таки там люди, связанные с политикой, кто этим занимался, занимаются этим. У нас же, как сказать, сплошь какие-то все непонятные люди, и, я считаю, инфильтрованные все. Ну, я сейчас вот про это как раз и говорю. В общем, когда оккупация Бурятии произошла, соответственно, элиты все были инфильтрованы, вовлечены подчинены новым властям, и все эти тайши, районы были уже входили в русскую вертикаль, подчинялись. Поэтому, можно сказать, еще с тех времен началась вот эта вот... Ну, тогда все равно не так сильно. Хотя, конечно, тоже был и геноцид и так далее. То есть он не то, что было, а естественно было. Страшнейшее уничтожение, подавление бурятского и других народов. Но, по крайней мере, не было такого уничтожения самоидентичности, как сейчас происходит последние 100 лет. Когда уже с корнем уничтожают язык, культуру, переписывают полностью историю. Сейчас вот этот вот процесс. Поэтому-то наша молодежь, наши, ну, даже и старшего возраста люди, ну, они просто, как бы сказать, даже не могут вообще понять ничего, что происходит. И, соответственно, после этой инфильтрации, ну, смотрите, вот Русская империя, когда разрушалась, получается, наши вот эти вот элиты, опять же, были инфильтрованы, ну, и потом ликвидированы. Ну, если про Бурнацком говорить. Как-никак, все равно они же подчинились вертикали, значит, были инфильтрованы. Ну, здесь, понимаете, надо судить тоже объективно. Была ли у них вообще возможность противостоять этому? Мы не знаем. Но результат мы точно знаем. Они были ликвидированы, все эти деятели. Понятно, что сейчас, на данный момент, на данном витке, будет ли возможность вообще у нынешних представителей все той же системы, да, царской охранки, КГБ, НКВД, а ныне ФСБ, возможности инфильтровать нашу элиту. Но, по моему мнению, она уже как бы, да, инфильтрована. Это естественно. Как бороться с этой инфильтрацией, это вопрос на $1 миллион, что называется. Да, необходимо, конечно, чтобы была иллюстрация произведена. Потому что мы же должны, чтобы наше общество очистилось от вот этих вот людей, которые служат на самом деле нашим врагам. Как ее провести, учитывая то, что наше население тотально вообще не обладает пониманием, что происходит, пониманием собственной идентичности, осознанием себя, осознанием, в каком положении находится наш народ. Вот это вот проблема огромная, по сути. Ну, соответственно, для того, чтобы, как сказать, было какое-то просвещение, вот для этого, я считаю, и нужны, ну, хотя бы стримы мои, да, чтобы вообще люди вопросом задавались, что вообще с нами произошло. То есть, ну, по этой теме я, когда у меня будет время, буду записывать видео. Все всегда упирается у меня в время и возможности, потому что, когда есть время, соответственно, нужны ресурсы, да, для того, чтобы этим заниматься. А чтобы были ресурсы, надо что-то какой-то трудовой деятельностью заниматься. С этим проблема. Ну, давайте вот про то время, я думаю, всем понятно, да, почему так произошло. То есть та элита в 17 году, 100 лет назад, была инфильтрована, и в конечном итоге
Понимаете, смотрите, для чего это было сделано. Советы понимали, что без местных людей им не удастся массы, да, бурятов и другие народы подчинить себе. Нужно было хитростью, обмануть нужно было. И тогдашние вот это вот ЧК, НКВД, они пошли на этот шаг, то есть обманули, получается, но все равно вовлекли в свою орбиту влияния те элиты. Да, они, как сказать, согласились на это, пошли на это. Ну и в конце концов, потом советам уже вот эти вот прокладка не нужна была. Они их просто ликвидировали всех. Ну, придумали там монголизм, что-то такое, да. Все это чушь, конечно, полнейшая. Вранье. И всех ликвидировали в конце концов. В 90-х годах то же самое, по большому счету, произошло, но уже надо понимать, что народ за эти 70 лет был сильно запуган репрессиями, частично уже подвергся, как сказать-то, ассимиляции, наверное, даже можно так сказать. Ну, метисация производилась. Хотя в целом этот, возможно, процесс невозможно, наверное, остановить в силу просто естественных как бы причин, да, то есть люди расселяются и так далее. Но если с другой стороны смотреть, то именно в Рашке это происходит агрессивно, да, в плане того, что твоя собственная история как народа, она уничтожается, подавляется, ну, прямо прямым способом. То есть тебе запрещают изучать язык, и все. Вот так вот. Ну, конечно, он не звучит прямо как приказ запретить изучение. Конечно, это все по-другому делается, хитро. То есть перестают создаваться институты, поддерживаться, не используется бурятский язык в документообороте и так далее. Ну, много, да, причин. И также отменяется обязательное изучение, которое и так там кот наплакал, да, часов этих. Ну, это вот такая вот, как бы сказать, скрытое уничтожение, подавление идентичности идет. Для какой цели? В будущем полностью уничтожить нас как народ. Вот такая вот задача стоит перед структурой под названием ФСБ. Ну и в целом перед русским миром, по сути. То, что они сейчас в агрессивной фазе проводят в Украине. Ну, это же уничтожение украинской идентичности, по сути. Уничтожение государственности и идентичности. То же самое они производят и с нами. И тот же, кстати, Скрипецкий об этом тоже, кстати, высказывался. Говорил, что вот конкретно наши народы, бурятов, саха, другие народы, специально утилизируют на войне в Украине. Чтобы не было просто, как бы сказать, физической возможности у нас в будущем отстаивать свою независимость. Как-то так. Ладно, в 90-х годах, в принципе, они тоже так же, я считаю, ну, сейчас, понимаете, чем больше информации скрывается, тем больше ты понимаешь, что так оно и было. Произведена была инфильтрация тех же элит наших, которые и так легло на благодатную почву, потому что все они учились в русской школе, прекрасно понимали русский язык, и их, как бы сказать, знаете, это уже, можно сказать, повторная инфильтрация, что ли. Даже, как вам сказать-то, понимаете, их предки, они уже и так были инфильтрованы в тот момент при распаде Русской империи, когда надо было обмануть бурят и другие народы и затащить в совок. И получается, их внуки уже, потомки, которые прекрасно знали свою историю и которых идеологически обработали, ну и, соответственно, на них, я думаю, был и компромат какой-то, давление, естественно. Потому что все равно они же полностью-то нам не доверяют, не могут доверять. Все равно, допустим, тот же Цыденов, он же не сам управляет Бурятией, это просто марионетка, прокладка. Там все равно есть смотрящие от ФСБ, кто действительно принимает все решения.
Но он, естественно, скрыт. Всякие там полномочные представители, там, ну, тот же глава УФСБ, все равно у него на самом деле полномочий, возможностей куда больше. Цыденов просто говорящая голова, подписывает там бумаги. Так, на самом деле, конечно, ничего не решает, по сути-то. И ни один бурят и еще кто-то высокопоставленный ничего сам решать не может. Потому что они все живут в этой иерархии. И главные в ней, конечно, это русские. Потому что это русское государство, по сути. А то, что там они говорят, там кто-то якобы какие-то евреи, все это чушь. Они же все просто используют их. Вот как Чигиринского там или еще кого-то. Они просто служат кошельками какими-то, еще чем-то таким. Конечно, они сами захотят, они их всегда смещают. Видели же эту историю сейчас с этим, как его там, опять я забыл его фамилию. Ну, я думаю, это очевидный пример. Это лидер, как ее там, ОПГ-то этой, Тамбовской. Или я этот... Что такое с памятью сегодня? Его погонял, даже забыл. Часовщик, короче. Ну, в общем, я думаю, это все очевидно и понятно. Учитывая, что мы сейчас знаем, что вот эти все эти НТВ и так далее создавались как проект 5-й службы КГБ и всегда были под контролем, и всегда при всех олигархах всегда были выходцы из КГБ, которые присматривали, замами были, да, якобы. Тот же Савастьянов, да, тот же этот у Чигиринского. Ну, все эти бывшие КГБшники, якобы КГБ, которое распалось, она, конечно, никуда не распадалась. Они как все держали в своих руках, так и держали. И в Бурятии то же самое было, естественно. Никто никуда, никакие КГБшники никуда не уходили. Все как держали под своим контролем. Вы даже посмотрите этот «Бригаду» сериал. Саша Белый, он же был под контролем комитета. Удивительно, что они зачем-то это все снимали. Я вот не понимаю, для чего. Может быть, им хотелось показать, что, как сказать, никакого распада не было, типа, это была спецоперация. Но там они все это показали. То есть они внимательно за ним наблюдали, за этим Беловым. И в конце концов подключились и взяли его под свой контроль. И сами они и войну в Чечне сами развязали. Там же по этой теме тоже есть, как сказать, блок серий. Как-то так. Поэтому на данном этапе, если вот брать оттуда, с 90-х годов, тот же, допустим, Ходорковский, да, он, конечно, отсидел, но это человек, который внезапно в 90-х годах также поднялся на... Я считаю, что он, что Чигиринский просто были назначены. Ну, вот даже вот смотрите, вот Чигиринского, посмотрите его биографию. Ну, как человек, которого вызывали в КГБ, который занимался контрабандой икон, у которого, по его же словам, были десятки тысяч рублей, которые он просто никуда не мог деть и тратил их, по ресторанам ходил и так далее. Конечно, он был под крышей КГБ, но это невозможно было бы. Что кто-то будет рассказывать сказки, что вот этот вот криминал был настолько крутой, что он мог, минуя границу тех же КГБшников, быть, как бы сказать, независимым. Но это же сказки все, это просто чушь собачья, что такое могло быть. Конечно, он работал просто на КГБ, на контору. И благодаря этому он и смог вернуться потом в совок
еще каких там 80-х годах, и заняться строительством. Ну, представляете, как это вот, приезжает человек с каким-то немецким, ну, правда, выходцем тоже из совка, и начинают они там заниматься бизнесом строительным. Ну, это чушь просто полнейшая вообще. Знаете, вот какая-то ахинея. И потом у него еще работает замом Савастьянов, да, главный КГБшник московский. И все это, понимаете, в открытом же... Они же сами об этом рассказывают зачем-то еще. Как будто бы, знаете, люди не могут послушать и сопоставить все это, да? Для чего-то... Понимаете, получается, она не настолько и секретная, эта вся служба, если они еще сами рассказывают о себе. Ну, видимо, считают, что настолько народ, в принципе, оглуплен. Ну, видимо, справедливо считает. Ну, что происходит вот с этой войной, с этим бензином, да? Ну, реально люди идиоты, получается. Они думают, это, как сказать, временная мера из-за того, что якобы люди начали заправляться в канистры и так далее. Это вот типа временное. Ни хрена это не временное, это постоянная ваша история. Кто-то думал, что ограничения интернета будут временными. Пока все это не развалится, все это так и будет. И то, когда развалится, это еще знаете сколько? Они же физически уничтожены, эти НПЗ. Люди, почему такие идиоты, я не понимаю. С мозгами как-то совсем плохо, туго. Ну ладно. И, соответственно, который стремительно в 90-е годы взлетел, будучи совсем молодым человеком, конечно, все это было проект того же КГБ, 5-й службы, ну или какой там службы, неважно, в общем-то. Но потом, видимо, в какой-то момент, понимаете, наказали его, но не убили. Он же вышел все-таки. И, ну вот как вот это вот сейчас, часовщика этого арестовали же. То есть он же как бы вроде был таким, ну, как бы сказать, якобы друг там, да, Путина, все такое. Но в конце концов его просто посадили. Значит, он уже не нужен стал, да, конторе ФСБ. Значит, его можно уже убирать, потихоньку закрывать. Ну, так же, как и остальных всех. Только кто, этот Геннадий Петров, да, остался на свободе, по-моему. Ну, может, еще кто-то, не знаю. Короче, контора, вот эта мафия пользуется, сочиняет какие-то мифы. И потом, когда не надо, они просто бац, убирают куда-нибудь в сторону. Ну, то же самое с этими всеми инфильтрованными нашими элитами. Пока они нужны, они в обойме как бы. А потом, когда не надо, их убирают. Сейчас, понимаете, ну, у Зуртана, с одной стороны, как бы сказать, такая здравая идея, да, об оккупации. То есть, понимаете, чтобы эту всю систему снести, ее же надо действительно разрушить. А кто это будет делать-то? Согласитесь, Китай, что ли? Китаю это не надо, это нафиг не надо. У них есть стабильный приток ресурсов за копейки. Им это больше, чем устраивает. Западу это тоже нахрен не надо. Они сами там смертельно боятся почему-то, я не знаю. Ну, просто все-таки там демократия. Там невозможно, как сказать, то, что ты захотел, все это реализовать. Они всегда опираются на своих этих, как их, избирателей. И поэтому, соответственно, благодатная почва для вот этой вот мафии, да. То есть они что хотят, то и делают. И просто всем по ушам ездят, якобы вот, там Запад хочет напасть. На самом деле никто не хочет напасть. И если так смотреть, то сама по себе эта структура, она, ну, никак не может развалиться, по большому счету. А как? Кто ее изменит? Народ, что ли, изменит? Народ, посмотрите, у них мозги есть вообще или нет? Это просто, не знаю,
Какое-то такое чувство, как будто сборище идиотов каких-то, которым вообще не важно, как жить, которых хоть в концлагерь гони, хоть на расстрел, они все равно, как сказать, вот пойдут. Видимо, у меня других просто слов нету. Это действительно какая-то вот стадо баранов, да и все. И, как бы так и происходит же. Они же на войну идут. Им просто деньги дают, они идут на смерть. А если бы не давали, может быть, они и шли бы. Но, понимаете, в этом плане, получается, все-таки у этой мафии есть какие-то свои понятия. Все равно есть, да? То есть они, получается, платят же деньги этим людям. И по большому счету вопросов нет. Бабки заплатили, все. Что хочешь, ты же взял бабки, взял. Все тогда. А что, какие вопросы у тебя могут быть? Так что у них тоже какой-то кодекс свой мафиозный есть, получается. Такие вот дела. Как смести вот эту вот идеальную схему, да, порабощения, это непонятно. Потому что в любом случае у самой-то структуры и останется, при крахе даже Рашки, да, куча компромата, куча, естественно, денег, ресурсов. Ну и их силовой аппарат, они, как сказать, захотят же прибрать к себе, к рукам все эти ресурсы и так далее. Поэтому как с этой гидрой, это реально мафия. Как с ней бороться, я вот даже не представляю. Понимаете, это, чтобы победить одну мафию, нужна какая-то другая мафия. Других вариантов не бывает. Которые вот люди готовы будут идти и гасить их, да. И, соответственно, будут понимать, что их тоже могут гасить. Соответственно, это люди нужны подготовленные, с оружием, с четким пониманием целей. Ну и, возможно, у них не будет, конечно, такого, знаете, взгляда, что мы это все делаем ради, как сказать, того, чтобы народ хорошо жил. Да им плевать будет так же, как и этим. Понимаете, они уже к нам засели. Это вот как паразит в мозгах, да? Представляете? Чтобы такого паразита оттуда вытащить, это надо трепанацию черепа делать. Понимаете? Как это сделать? Это история тяжелая. Видите, они и в 90-х, и в 17-м году смогли все это провернуть. А как сейчас? Сейчас если дальше продолжать разговор, да, вот у нас есть небезызвестный наш Даржо Дугаров, который работал на Ходорковского в свое время, в 90-х годах. Понимаете, здесь какая связь? И так, если каждого покопаться в биографии, у них у всех какие-то связи есть. А сейчас сами знаете, кто Ходорковский. В Европе проект, получается, я считаю, это проект Кремля, занимается чем? Выдает гранты, никакого мысли о независимости республик они не допускают. Что он сам же говорил, будет с оружием в руках воевать, убивать народы, которые не захотят дольше находиться в так называемой Российской Федерации. Такие вот дела. И это люди тоже с большим влиянием, с деньгами, с какими-то договоренностями на Западе, получается, в Европе, со спецслужбами этими стран. Они что, думаете, у них меньше информации, что ли, у спецслужб этих стран? Да, конечно, у них все есть. Они что, не знают, что ли, ничего? Но для них это, видимо, выгодно. Для них... им же нужны кто? Любым спецслужбам. Те люди, которые реально обладают какой-то властью, влиянием, средствами, чтобы не было анархии, да, полной. Поэтому
Если, понимаете, западные спецслужбы и правительство относятся к этому нормально, то мы-то что вообще можем сделать? Вот рядовые простые люди. Мы вообще ничего не можем сделать в этой ситуации. Разве что только заниматься просвещением. Но это, знаете, тоже какая-то неблагодарная работа получается. Потому что их сама жизнь ничему не учит. У них там ни бензина, ни интернета, ничего нет. Скоро и денег вообще не будет. И они все равно какие-то идиоты, если так брать, до них ничего не доходит. Они 2 плюс 2 не могут сложить. Вот у Скрипецкого тоже есть хорошее такое высказывание, что вот если собаку бить, она будет злиться на того человека, который ее бьет. А вот если, он сказал русского, да, но я бы сейчас сказал такого манкуртизированного, и бурята тоже, да? В целом россиянин, так скажем. Если его бить палкой, он будет злиться на палку. Но это так оно и есть, получается. Народ это какой-то, знаете, сборище люмпинов каких-то, хотя и с высшим образованием могут быть люди, могут быть в целом, может быть, и далеко не глупые люди, образованные, но я не знаю, какие-то подавленные, какие-то рабы, короче, я не знаю. Понимаете еще как? Это вот как с войной этой в Украине. Понимаете, никто же не хотел на самом деле помогать-то Украине. Хотели ее слить. Это просто их собственная на самом деле заслуга, то, что они воевали. А если вот эти вот люмпины, да, наши не хотят ничего, никакой свободы, то кто им может помочь? Кому они нужны будут, понимаете? Если наши люмпины сами ничего не хотят. Кто за них будет что-то делать, а никто не будет. Как здесь? Там. Вот в чем проблема. Этот мир, он такой, за тебя никто ничего делать не будет никогда. Если сам что-то хочешь, тогда что-то будет. А так, бесполезно. Если народ ничего не хочет, он и так и будет жить под чужим сапогом всегда. Это же не моя проблема, да, или еще чья-то, или тем более западных там людей. То, что они там стрёмно живут, что у них ни бензина, ни интернета нет. Это их собственная проблема. Они сами в этом виноваты. Потому что терпели, потому что, да, конечно, из-за инфильтрации это, из-за чего чего-то. Но так постоянно тоже нельзя же жить. Вот кто-то виноват там. Да, оккупанты виноваты. Это безусловно. Но ты же обладаешь сознанием. У тебя есть интернет. Ты можешь искать, сопоставлять, думать. Искать заинтересованных лиц в этом положении. И обладать уважением к самому себе. Понимаете, вот что я хочу сказать. Если наши люди не уважают сами себя, кому они нужны будут, согласитесь? Кому вот это вот интересно все? Кому-то интересно, как в Северной Корее живут люди? Или где-то в африканских странах? Вот мне Рашка больше всего сейчас напоминает африканские страны. Вот кому какое дело, как они там живут? Воюют, что-то друг друга убивают, что-то США там грозят еще кому-то. Это вот то же самое. Кому это вообще интересно? Никому. До них есть кому-то дело? Вообще нету. Люди смотрят вот чемпионат мира, там еще что-то. Своей жизнью живут. Так что, если сам наш народ не будет прозревать, думать, разговаривать, то даже при распаде все равно все эти инфильтрованные так называемые элиты придут к власти и все возьмут в свои руки. И затем мы не успеем опомниться, как это вот гнилая недоимперия заново восстановится. Я вас уверяю. Они же и сейчас хотели. Просто они настолько сами по себе, как бы сказать, идиоты, что у них, понимаете,
Надо же понимать, что как это там, от апельсинки не родится, что-то там, я забыл. То если сам народ такой люмпинизированный, то какие у них спецслужбы-то будут? Если сама Рашка, ну, как бы сказать, отстой полный. У них что, элита, что ли, будет хорошая какая-то? Нет, конечно. Они просто на ура помчались, думали, смогут захватить со своим каким-то отсталым вооружением. Думали, у них получится, ни хрена у них не получилось. В этом плане, видите, деградировало все. А и так было деградировавшее. Потому что совок-то тоже не был каким-то оплотом стабильности, там, процветания, науки. Там же тоже люди сидели в этих шарашках в тюрьме. Как может ученый в таких условиях, не обладая свободой воли, собственного интереса, вот так вот из-под палки работать хорошо? Ну так же и сейчас. Понимаете, вот, ну, понимаете, посмотрите, вот какие люмпины они. Уже 4 года война идет, и вот этот вот, как его, этот какой-то народный мститель, Пригожин 2.0, собрался воевать, да, угрожает Кремлю, и поехал говорить с ним в прямом эфире с Путиным. Это, понимаете, это что у них в башке вообще у этих людей? Они верят, что вот, это, понимаете, это вот мышление 11 века. Человек думает, поеду, царю скажу, царь тогда все сделает. Вот по мановению волшебной палочки. Царь как будто сидел, ничего не знал. И такой, так вот оно в чем. Вот оно что, Михалыч, да. И все. Ну, естественно, он куда-то пропал. Пишут, что в толчке его нашли мертвого. Ну, не знаю, как на самом деле. Но у него обыск там проходил уже, у этого типа. Ну и вот такое вот население. И наши буряты тоже, получается, не лучше. Записывают, знаете, с такими удивленными лицами видосы, что вот, почему нет бензина? Ё-моё, я вот сейчас хотел сматериться даже. У тебя что с мозгами, парень или девушка? Ты что, вообще не смотришь? Вы же все в Инстаграме сидите, записываете ролики свои. Ты что, не видишь эти прилеты по НПЗ? Ты не понимаешь, что война идет? Что случилось? Кто-то должен разобраться. Правительство, сделайте что-нибудь. Что они вам сделают? Они вас утилизируют каждый день. Налоги вам вводят, интернет обрубают. А вы к ним обращаетесь. Это, понимаете, вот как овцы, да? Как сказать? Своему... Вот хозяин зачем овец держит? Для того, чтобы потом их шерсть стричь, размножить их и, ну, на это под нож, да, пустить. Вот эти вот овцы, я не знаю. Понимаете, вот смысл, по идее, все это говорить, если они все равно ничего не понимают. Я так думаю, видимо, даже несмотря на то, что там будешь создавать ролики, которые будут даже миллионы собирать, а у них все равно как-то в голове не будет, видимо, откладываться. Наверное, надо какой-то другой все-таки здесь вариант, не знаю, что-то как-то по-другому действовать. Просвещение хорошо, но как-то оно малоэффективно, что ли. Потому что это... Вот действительно, homo советикусы, да, люди какие-то ограниченные, что-то у них маленько, не маленько, а вот плохо с пониманием. Это, знаете, вот как его, Франкенштейны какие-то ходячие, да, без собственного самосознания, без собственного самоуважения вообще. Им плевать абсолютно. Наших бурятов возьми, да? Язык уничтожают, историю переписали, а они сидят, как будто так и надо. Хамаугай, да? Нормально. Вот пойдем за царя подыхать за русского. Понимаете, это
чтобы вообще жить в этой рашке. Ну ладно, жить ты, ладно, под оккупацией ты живешь, да? Но чтобы воевать за нее, еще что-то, как-то нормально жить, но это уже просто самого себя не уважать на самом деле. Согласитесь? Ну как можно жить в оккупации и нормально относиться? Ее можно только ненавидеть, и все. Другого варианта нет. Значит, тебя уничтожают, убивают. Все природные ресурсы воруют, грабят. Природу уничтожает. Это же оккупанты. К ним не может быть хорошего отношения никакого. Это ты вот сам себя реально не уважаешь, когда... Как людям самоуважение вернуть? И вот это для меня вопрос вообще реально на $1 000 000. Если они сами себя не уважают, что сделать-то? Им, понимаете, вот реально в лицо им плюют, ссут им в лицо, а они нормально к этому относятся. Говорят, давай еще. Такие вот дела. То ли это какой-то страх, то ли я не знаю что. То ли... Ну, у меня вот мнение самоуважения нет. Это, понимаете, это как совок людей задрочил, что они... Ну, вот реально самоуважение потеряли. Это как надо было, какую вот идеологию проводить? Это хуже фашизма, понимаете, совок этот. Ну, я думаю, это не на пустом месте выросло, с крепостного права. Когда вот этот крепостной живет, а его можно проиграть как собаку, да, в карты проиграть, еще что-то избить, поженить на какой-то бабе, да, вообще неизвестной. Жену его прийти и, как бы сказать, да, ну, воспользоваться. Ну, это вот человек крепостной полностью, ничтожество, раб. Вот такие совки и были, по сути. Можно было с ними все, что угодно делать. Черти, короче, по сути, если так взять, без всякого самоуважения. Ну, кто-то был, конечно, кто-то хотел из этого говна вылезти. И понимаете, вот сейчас вот что происходит-то? Их бомбят каждый день, да? Но это правильно делают. А почему бы и нет, да, если они, как сказать, нападают на других людей, уничтожают их. И они даже, понимаете, никакого сочувствия к своим же не имеют. Какой-то город бомбит, а они все там злорадствуют. Допустим, Москву бомбят, там тоже все эти россияне злорадствуют. Потом их бомбят. Это уже какое-то, знаете, это мертвое что-то. Что-то неживое. Это даже хуже, чем мертвое. Это я говорю, какой-то Франкенштейн, что-то такое. Ну ладно, если говорить о... Вот я, знаете, вот больше и больше прихожу к тому, что когда Бурятия станет независимой, я не знаю, каким способом, но надо провести иллюстрацию, вот эти всю инфильтрованных каким-то образом выдавить, если народ, конечно, поймет это все, проснется. И детей надо, понимаете, вот изолировать все-таки от влияния этих хомосоветикусов. Потому что чему они их воспитают? Терпильству? Что надо быть терпилой по жизни, рабом? Их надо всех в интернат отдать. И вот, как сказать, и как можно чаще их за границу куда-нибудь отправлять. В ту же Корею, Японию, чтобы смотрели, как люди живут, в Европу, чтобы учились, как нужно бороться за свои права. Даже в Монголию. Чтобы не было у них вот это вот заячьей души вот этой, чтобы не боялись каждого шороха. Чтобы какое-то уважение к себе появилось. А не так, что, знаете, вот это вот, как сказать, ну, гопническая, да, эта система. Набухаться и начать барагозить.
Или вот когда разрешили идти куда-то там уничтожать, убивать, геноцид устраивать в других странах. Вот как-то надо менять. Я тут, понимаете, вот здесь в Корее есть же, как сказать, города, где русскоязычных много и учатся в школах. И, ну, мало то, знаете, вот самое странное, что это могут быть, ну, не русские по национальности, русскоязычные, но они настолько впитали вот этот вот русский мир, это пипец. Они через слово на матах все разговаривают. Дети у них, ну вот, не знаю, вот эти местные дети, они в шоке просто, что те творят. Это понимаете, это вот, это как какая-то зараза вообще, вот этот русский мир, если честно. Что с этими этническими корейцами делает, этот пипец. И они никак это осознать не могут, понять, что с ними самими сотворили. Но это вот Моисей, видимо, не зря все-таки своих людей водил 40 лет. Понимаете, это очень умное было действие на самом деле. Вот так же надо, понимаете, наши будущие народы каким-то образом где-то их водить по пустыне, чтобы они все из себя вот это рабство как-то изжили из себя, да, вывели. А то это вот будет передаваться из поколения в поколение, вот это всякие поговорки, да, там обухом этого не перешибешь, еще что-то. Иди в жопу просто со своими обухами. Такие вот дела. По поводу, ну, если продолжать тему инфильтрации, ну, я считаю, по Бурятии, если взять, ну, как я вижу, Бурятия и Саха, по крайней мере, ну, это более у нас больше представителей, но я считаю, там инфильтрация точно есть, то есть инфильтрированы. Вот про того же Дажо я говорил. Он же работал на Ходорковского, получается, в свое время. И был там, как я знаю, замначальника юридической службы. То есть они бензин в Монголию отправляли, за ним смотрели. Потом вдруг он внезапно занялся политикой. Но я считаю, это классический инфильтрованный товарищ. Причем у него и сам он говорит, что предки у него какие-то были. Но я не могу поверить, что, как сказать, такие люди не могли бы быть не в сфере влияния. Причем он, видимо, еще уезжал в США. Из США почему-то уехал в Финляндию. Но кто это так делает? Ну и, видимо, к нему туда, в Финляндию, ездили эти Гарможапова, там, вот эти все, Молодаева и так далее. И сейчас вот якобы такой борец за независимость. Ну и вроде как бывший сотрудник центра, возможно, не бывший, а, как сказать... Понимаете, короче, вот куда ни ткни, везде это инфильтрация. О. Пусть они тогда как-то докажут, я не знаю, что не связаны с конторой, с ФСБ. Потому что вопросы есть. Это действительно ли организации, которые вот борются, или просто проекты, так же, как в 90-х годах. Я считаю, что проекты. То есть при независимости надо обязательно изучать всех вот этих вот людей. Не просто вот то, что они говорят, слушать их, да, а изучать биографию, вопросы задавать. Потому что это же безопасность все-таки. В конце концов, он потом захочет, Рашка, да, свои земли возвращать. Ну, вот я вчера Антонову этот вопрос задавал. Ну, он, как бы сказать, немножко, мне кажется, такой, как будто бы наивный человек.
Ну, я, понимаете, не хочу ни плохо, ни хорошо не говорить, но я вот к этому куда более серьезно всем вещам отношусь, к инфильтрации и к безопасности, к военному делу. Потому что если ты просто, как сказать, будешь к этому несерьезно относиться, то, ну, мы все видим, что с Украиной происходит, да? Что с Чечней было, что с Грузией. Тебя просто начнут бомбить, да и все. И твоей независимости не будет. Это... И думать, что вот этот народ, который столько веков жил оккупацией, он вдруг внезапно станет демократическим, но я просто не верю. Вот хоть, не знаю, с кем угодно готов спорить насчет того, что они обязательно захотят возвращать якобы русские земли назад. Не верю я, вот абсолютно не верю, что там вражки, вот, может через лет 500 они изменятся, но сейчас нет, точно нет. Они же уже сейчас придумывают, того же этого, послушайте, как у Охлобыстина. Вот, мол, ничего, нормально, выдержим, выстоим. Так что им доверять нету, никаких оснований нету, если судить по истории. А главное, это всегда знать, что было раньше, как они поступали раньше. Никогда не держали слова и никогда не отступались от своих дел. И сейчас не хотят отступаться от захватнических, имею в виду. Так что я не верю. Поэтому вопросы вот эти вот обязательно надо всех, конечно, изучать. Всех этих деятелей, кто будет занимать какие-то посты. Кто это вообще? Понятно, что все равно, да, руководящие какие-то аппараты, люди нужны. Но это люди, которые, ну, знают, да, как там, что делать. Но надо все равно это изучать, биографию. Следить вообще, да, что там. А то, понимаете, они же... Вот, ну, правда, это в 25-м году был. В СБУ какого-то задержали, завербованного ФСБ товарища какого-то. Он причем какой-то пост там важный занимал. Понимаете, они все равно будут пытаться свою власть вернуть, завербовать, оставить своих завербованных людей, инфильтрованных, потому что те, возможно, и сами не против, как бы, да. Это вопрос очень серьезный, на самом деле, что касается инфильтрации, безопасности будущей. И я считаю, что немаловажный вопрос именно вот безопасности, да. Вот я почему про Идель Урал-то спрашивал? Потому что это, понятно, экономически они очень сильные, да, вот эти республики. Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, там и нефть, и все, и ресурсы, и так далее. Они могут без проблем, ну, вот этот Кувандыкский коридор еще пробить, и все, и выход на Казахстан, на мир. Ну, как пробить-то можно там всех, как сказать, в свой состав взять, и там 50 километров, по-моему, границы-то. Либо, ну, там можно решить этот вопрос, это не проблема с этим Кувандыкским коридором. Плюс Мордовия, Мариэл и Чувашия, вот у них будет такой большой конгломерат финно-угорских и тюркских народов, которые будут очень успешны. Но им надо, я считаю, наряду с экономикой во главе также и безопасность. Я не верю, что, знаете, что вот все вот демократизируются. Это же не такой быстрый процесс. И все, наступит сразу процветание. Все начнут хорошо жить. Да чушь собачья. Это сколько, вот помните, этот фильм был «Тени исчезает полдень», да? Там был же один какой-то председатель, по-моему, вредитель. Вот то же самое и, как бы сказать, и у нас будет в Бурятии, да? Засланные всякие казачки, срашки. Они даже могут быть
по национальности бурятами, говорить красивые слова, там, как Доржо Дугаров, допустим, или еще кто-нибудь. Но они просто будут дальше служить рашке, понимаете, служить оккупантам, ждать, когда. Они могут 20 лет ждать, понимаете, пока их не рассекретят. Так что эти вопросы на самотек, вопросы безопасности нельзя пускать. Опять же, это не должна быть тоже какая-то, так сказать, навязчивая идея. Но сейчас это, понимаете, с такими испорченными биографиями люди имеют смелость, наглость лезть везде, да, заявлять, что они люди, связанные с Ходорковским и так далее, да, лезть везде и заявлять, что они борцы за независимость. Но, блин, на тебе клейма негде ставить, да. Ты вот, ну, видно, что ты инфильтрованный чувак. Куда ты лезешь еще? И люди продолжают верить в это. Я думаю, ё-моё. Не знаю. Но я так думаю, наша, видимо, задача все равно заниматься просвещением. А что больше делать? Смешно будет, конечно. Понимаете, вот это какая-то вот анекдотическая ситуация получается, да, для меня. Если они сами знают, что они инфильтрованы, что они агенты, но типа нам все равно надо как-то общаться, да, якобы заниматься объединением. Это, понимаете, это вот какой-то театр абсурда какой-то. Еще, знаете, вот они говорят, ну, у тебя же нету прямых доказательств. Да, блин, вот Фейгин недавно классно сказал, он же юрист все-таки, по косвенным показателям выносят приговор, понимаете? Косвенных доказательств куча, понимаете? Вот по каждому, по БНД, там, по Дугарову, по многим людям, по родственным связям, по той же Марине Хамхалаевой и так далее. Пусть они прокомментируют хотя бы раз про это, про свои родственные связи и так далее. Они же не говорят про это ничего. Косвенные доказательства есть, этого вполне хватает. Это юридический даже термин. Это не просто, знаете, вот, давай прямые доказательства, чтобы я вот где-то там нашел бумагу, которая в архиве ФСБ лежит, да, что вот я там такой-то сотрудничаю, да, или еще что-то. А на такой бумаге даже может и не быть, это может просто устная какая-то. Но плюс это, как называется, предки работали на НКВД. Надо же тоже поднимать архив, смотреть. Короче, суть в чем? Если вот так наш народ будет сидеть тупить и думать, что все в порядке, к власти обязательно проникнут. Они уже рвутся туда, инфильтрованные все эти люди, которые будут якобы кричать, вот мы такие независимые, мы тут, как сказать, мы самые лучшие и так далее. Но втайне они дальше и будут работать на ФСБ, понимаете, на русский мир. И в конце концов они потом также коррумпируют опять всю власть и сдадут ее потом русским. И все. И на этом история независимости Бурятии кончится. Такая вот история, понимаете? Это же, ну, не просто так все. Не такое простое дело, как кажется. Также на запад сколько заслано этих уже казачков. Тот же есть мнение 19 года, этот митинг, да? То есть он тоже был санкционирован, на котором Зуева имя себе сделала. То есть людям писали кейсы конкретно. Вся же эта информация тоже как бы есть, она... Поэтому, ребята, я считаю, только можно на сугланах собираться, разговаривать. Я понимаю, что все равно эти все инфильтрованные сотрудники ФСБ, они будут проникать. Это безусловно. И придется, видимо, все равно с ними иметь дело. Никуда не денешься. Как бы сказать, какие-то разговоры пустые вести, как будто бы мы, как сказать, там обсуждаем. Но видимо, придется в этот театр, видимо, играть. Никуда не денешься, да? Потому что сам-то народ тоже люмпиный, получается.
Они же все равно не разбираются в этом ни в чем. Придется, видимо, в этот спектакль играть, как мы сейчас играем, да? Вот, как будто бы есть какие-то движения за независимость, и как будто бы надо в это верить. И считаться даже еще с этим. Ну ладно. Если, понимаете, это же все от народа зависит, от людей. Как они хотят? Они хотят реальную независимость? Или они хотят, чтобы их нагнули опять? Вот, все от людей зависит. Ни от чего больше. Ни от Запада, ни от Москвы, ни от этих инфильтрованных всех сотрудников. Если каждый человек сам себе вопрос задаст, вот что я хочу, как я хочу жить нормально или как раб, как чертобес хочу жить, тогда и по-другому будет вопрос. Вот им же не лень и не страшно записывать ролики про то, что вот с бензином проблема. А почему они другие тогда вопросы себе хотя бы не задают? Ладно, не записывают ролики. Они говорят, а почему у нас так стрёмно живут буряты? Почему мы бурятский язык плохо знаем, да? Почему у нас ограничено изучение бурятского языка? Почему наши природные ресурсы вывозят? Вот эти бы все вопросы себе задавали. И ну это же не надо быть гением, чтобы не понимать, что наша элита инфильтрована. Вы же еще думаете, по-другому это как-то делается? Вы почитайте хотя бы интернет, Википедию или еще что-то. Ну это же инфильтрация просто, забейте. Поймете, что это такое. Это же не надо быть гением, понимаете? Я не говорю какие-то заумные вещи профессорского уровня. Еще что. Это элементарная херня просто на самом деле. Любой оккупант так делает. Любой оккупант инфильтрирует элиты. Конечно, наша элита инфильтрована вся полностью. Вдоль и поперек. Других туда не берут. Понимаете? Поэтому, если начнут вопросы себе задавать наши буряты и другие народы, тогда они сами к этим всем логическим цепочкам и придут. А если будут сидеть тупить и верить всяким, как бы сказать, инфильтрованным товарищам, ни хрена не будет. Все это будет... Ничего не будет, понимаете? И свое, как бы сказать, право, свое мнение, свои свободы делегировать другим людям. Понимаете? Каждый должен не то чтобы только голосовать, но и требовать соблюдения своих действий от политиков, от людей, которых они выбирают. И перестать думать, что какой-то там наён, выбранный человек, это вот какой-то избранный, Богом поцелованный. Это чушь собачья, это просто человек. Вот смотрите, если пекарь пекет хлеб, если он его хреново делает, ты же к нему придешь и скажешь, ты пекарь, ты что так стрёмно пекешь хлеб? Тебе что, поговорить с тобой по-другому или что? Нормально пеки. А почему мы к чиновникам и к политикам так не относимся? Если он обещал дорогу сделать и не делает, что-то обещал и ничего не делает, а мы к нему никаких вопросов не задаем. Или к тем же ментам на самом деле. Мы же и к ментам должны подходить и говорить, а почему вот вы там задерживаете невиновных, еще что-то. То есть у нас не должно быть никому, даже к религиозным людям, никаких вот, знаете, снисхождений, еще что-то. Вот он работает на этой работе, бабки получает, ну вот и будь добр, делай свою работу нормально, как ты должен ее в соответствии со своими должностными обязанностями. А не так, что, как сказать, вот он же какой-то такой вот человек, великий там лидер и борец, да, в жопу его, этого лидера и борца, ты делай свою работу и поменьше болтай, и все. Вот, больше тебе ничего не надо. Такое должно быть простое отношение к людям, которые на ту или иную должность претендуют и работают, тем более по ней. Не так, что просто пошел, проголосовал и все, и там отвалить от меня, я голосовал там. Да нет. Ты должен, как сказать, и требовать от них, чтобы они исполняли, работали нормально. Такие вот дела. Ладно, у меня уже телефон тут начинает садиться.
Вообще не читал сегодня комментарии. Ладно, тут какие-то ботов целый миллион опять. Ботов, кстати, потом свои же ФСБшники эти на бутылку и посадят. Потом вот, помяните мое слово. Боты за все и будут отвечать потом. Ладно, ну худут. Думайте про это. Надеюсь, достаточное количество людей смотрит, задумывается про инфильтрацию в жизнь, понимаете? В том плане, что... Ну, это смотрите, вот вы идете на оккупационную войну, да, за деньги, за интересы русских оккупантов. Ну, вот на что вы надеетесь? На то, что к вам будет какое-то хорошее отношение, что у вас будет жизнь улучшаться. И вообще, это, ну, само по себе, это вообще-то преступление, да, которое по закону должно караться. Это вот уголовно наказуемое деяние, участие в оккупационной войне. Наемничество, да, по сути-то. И надо понимать, что за это предусмотрена ответственность. Так что рано или поздно все равно это будет расплата. А наши люди вот как-то вот живут в каком-то вообще таком бесправовом поле каком-то, думают, что да, можно, что, это же рашка, типа, почему бы и нет. Но надо понимать, что это вот, за все надо платить. Вот то, что сейчас интернета нету там, с экономикой туго, то, что бензина нет, ну, это как бы вот начинается плата. А вы подумайте еще о долгосрочных последствиях. Если нету бензина, цена, значит, вырастет на него. Вот некоторые еще идиоты пишут, вот якобы там бензин задерживают и не дают продавать, хотя бензин есть. Ну, конечно, это есть, но это любой так делает. Почему? Потому что они же не могут себе в убыток продавать этот бензин. Потому что им же надо самим закупать его где-то. Подумайте о простых вещах. Вот вы, собственно, вы владелец магазина маленького, да? У поставщика, который вам хлеб поставляет, у пекаря, да, выросла цена на муку, на все другие вещи. Он цену поднял, а ты в своем магазине еще пока не узнаешь, да, какая цена должна быть. Ты же не будешь себе в убыток продавать. Конечно, ты будешь цену поднимать тоже, да, тебе уже не волнует, но ты же не будешь себе в минус продавать, да. Допустим, тебе отпускают хлеб за 20 рублей, ты же его не будешь за 10 продавать по старой цене. Поэтому на заправках-то люди и не продают бензин. Вы что думаете? Они что, тупые там совсем, что ли? Типа вот какой-то сговор. Да какой сговор-то? Просто ни один нормальный бизнесмен не будет в убыток себе продавать. У них нету там бензина, поставки, бензин там растет в цене. А почему он растет? А потому что его нету бензина, НПЗ-то взорвали. Им же надо где-то добывать этот бензин, с Беларуси гнать или еще откуда-то. Нету бензина просто-напросто. Вы что думаете, там якобы это потому, что вот хотят олигархи цену поднять? Да чушь собачья. Его физически просто нету. И это будет долго. Это будет... Хрен его знает теперь сколько. Они же его разбомбили. Когда его будут восстанавливать? Если сейчас еще и все... Ну, не если, а... Все идет к распаду, к развалу. А кто потом будет это все делать, чинить-то? Это вообще долгоиграющая история, на самом деле, с бензином. Это теперь надо... Это вот, знаете, вот как во времена совка. Помните, дефицит был на все? Вот то же самое. Вот так и будете теперь там жить, без бензина, без ни хрена. Это цены, соответственно, на все вырастут. На логистику, да. Эти фуры же должны себе заливать бензин, дизель. У них, они же не будут себе в минус работать, они тоже цены за свои услуги поднимут. Все вырастет цена на все услуги, на товары. И это будет долго. Соответственно, чтобы вести войну, там, знаете, какие расходы? А государство уже, оно не может дальше продолжать обеспечивать, да, свои как бы обязанности, выплачивать пенсии, зарплаты. Соответственно, скоро начнутся задержки зарплат, пенсий. А они сидят,
записывают ролики, вот у нас бензина нет. Вы башкой своей думайте маленько, что с вами дальше будет, когда у вас ни зарплат, ни пенсии, и все дорого, и физическое отсутствие этого бензина. Многие люди, особенно, знаете, старые закалки, советские люди, они не дураки, они правильно запасаются бензином впрок. В советские времена, я еще помню ребенком, у всех людей были бочки, понимаете, 200-литровые, куда они потихоньку бензин завозили, потому что дефицит был. То же самое и сейчас. Вы что думаете, эти люди, как бы сказать, просто так, что ли, эти затаривают канистры, там, бочки заливают? Вот, они просто помнят, как жили тогда. И вот этим вот дуракам, которые говорят, вот это как с гречкой было, надо то же самое на самом деле делать. Ехать и покупать 200-литровые эти бочки и затаривать. У меня просто такая же бочка у бати была, понимаете? Я это все прекрасно помню, вот эти все времена. Ну, я, конечно, не так прямо совсем 70-х годов, но тем не менее, все равно. Батя при Советском Союзе жил, он знает, что такое дефицит. И я благодаря нему тоже знаю, что такое дефицит. Когда зарплату месяцами не выдают, и когда ты вот полгода зарплаты нету, понимаете, и ты живи как хочешь. Вот так вот и будут жить, к этому все и идет. Ни зарплаты, ни пенсии, ни хрена. Когда ты ходишь на рыбалку там рыбачить, да, чтобы что-то там поймать, бутылки сдаешь какие-нибудь, ну не в смысле сам бухаешь, а просто ищешь, ходишь. Ну, мы, правда, этим не занимались, но были люди. Мы металл в основном искали, потому что металл дороже был. Вот эти все бывшие организации, тоже народ же бомбил, ходил, потому что не было денег. Все это я прекрасно помню со своего детства. Вот так вот мы и росли в такой жизни. И вот в Рашке все это возвращается. Туда же, откуда типа вылезли из этих 90-х, туда все идет. Это вот первые предвестники, то, что люди начали канистрами в бочки заливать. А что, правильно делают? Ненадолго хватит, но все равно. По крайней мере, когда ни у кого не будет бензина, у них будет. Потому что я вообще прекрасно понимаю этих людей, которые бочки затаривают. Правильно делают. А что? Понимаете, власти же они всегда врут. Они будут говорить, да вот, не надо создавать искусственный ажиотаж и так далее. Да нет. Потом просто не будет этого бензина и все. А у них самих, они что думаете, сами свои правительственные цеха, они там вот эти, наверное, большие бочки у них там есть, они себе-то затарили, у них-то будет бензин. Это у народа не будет бензина. Такие вот дела. Так что я вот это вот времена этого дефицита прекрасно, хотя уже как бы типа конец был, ну уже совок рухнул, конечно, но все равно это последствия очень долго были. Я все прекрасно помню. Так что этой власти доверять, самому себя не уважать только. Там люди реально, знаете, это как социальный эксперимент какой-то, знаете, над людьми. Как они там будут выживать. Типа, давайте вот так, вот так. Поэтому, вот я не знаю, знаете, я еще с детства прекрасно понимал, ну, что вот так вот жить нельзя просто, да. Ну, вот, ну, что это за жизнь в Рашке, да? Это же, ну, это не жизнь, а какое-то мытарство, понимаете? Так жить нельзя просто. И, конечно, тем более наша Бурятия, да, слава богу, мы не русский народ. У нас своя республика есть, ресурсы есть. У нас проблема с инфильтрацией, то, что нашу элиту всю завербовала Русская империя. Поэтому нам надо освободиться и провести люстрацию. Как-то так. Как народу это массово объяснить, я не знаю. Надо что-то еще, что-то придумывать, думать надо. Но я, так как, понимаете, человек, который давно начал заниматься вот этим вот медиа, да, кино, ну, вижу свою работу в этом. Надеюсь, до людей доходит. Хотя бы небольшой нужен, небольшая часть людей какая-то, чтобы дальше передавала, говорила, объясняла на пальцах.
до сих пор, понимаете, вот люди некоторые, да, у нас в Бурятии до сих пор вообще про независимость ничего не слышали вообще. Даже у них там вообще в голове пустота какая-то. Но ничего, будем работать над этим, что делать. Конечно, знаете, я обычный человек, бывает вот у меня, как сказать, уныние какое-то, да, или еще что-то. Тем более творческий человек, это еще больше, да, увеличивается. Я же не там какой-то этот, как сказать, точные науки и так далее, да. Но что делать? Ну, как сказать, у меня такое ощущение, что надо все равно это делать-то. Как бы не было тяжело, как бы не было вот это вот, как в стену как будто бы, да, но все равно потихоньку, очень долго до людей как-то доходит. Живут в каких-то иллюзиях. Придет Запад, поможет, Китай поможет. Никто не поможет, кроме нас самих. И не надо бояться, что они что-то смогут нас там уничтожить, убить. Украину не могут они, понимаете, вот 140 миллионов ничего не могут сделать. И нас не смогут, ничего они не смогут, потому что у них нету ни сил, ни возможностей. Тем более все начнет разваливаться, распадаться, и все. И останутся они с бебры со своей. Такие вот дела. Ладно, ну худут. На сегодня, наверное, все. Уже почти 1:20 в эфире. У меня телефон еще садится. Занахудут, Байрла. Что под конец что-то пробило прямо. 1000 человек почти смотрит. Занахудут, Байрла. Комментарии башиты, лайки-то. Думайте своей головой, что делать. Думайте о независимости. Что могу еще сказать? Занахудут, Байрла. Тахин Зутра, Байрте.